На карте России есть места, которые исчезли. Их больше нет в официальных списках населенных пунктов. Нет школ, нет магазинов, нет ничего, кроме полуразрушенных домов и ржавого металла. Одно из таких мест, затерянных в магаданской глуши, Адыгалах, история которого типична для множества подобных ему рабочих поселков, разбросанных по всему Дальнему Востоку. Некогда процветающий поселок золотодобытчиков и дорожников на притоке Колымы, реке Аян-Юрях. Все его население на сегодняшний день – это два мужика, два Саши. 5-6 автобусов выходило от Белозерска, по 40 Белазов, я сам там работал, по 40 Белазов уезжал. А сейчас там 2-3 ездят, а где эти поселки-то все позакрыли? Новых этродей нету, это Аркагалы нету, там Кадыкчана нет, и пошло, а там дальше Рыбный, там, вот раньше здесь все уголь. Была Кадыкчанская база, Аркагалинская база, Берилевская база. Это в Сусуманском районе. И они все уголь возили. Да. Полностью. У нас 40 Якутии Белазов туда, выходило в а это- смену. 40 Белазов в смену. В одну смену. Ну, вот в день, ночь у нас работа круглосутки. Мы каждый на Белазе по 4 человека. Я вот день я цепной, другой выходной. И пошел. Рядом и открытая вода, и вот эти влажности, и она больше морозу дает. Вроде это, она, солнце особенно когда встает, начинает прижимать ее. Она между сопок еще. Ну, не, нормально. Ты на лошадях гнал, блядь, через здесь пойду. На лошадке, господи. А лошадкам как Ну, Васильев Александр Иннокентьевич. Приехал в 86 году в Кадыкчан еще открытый был. Там дом, квартиру купил, жил, на разрезе работал. Потом, ну, семья все было, потом магазин начал держать там. Ну, не получилось с женой, разошлись. На разрезе поработал тоже, потом магазин подержал, покрутился тоже. И потом решил, думаю, уехать куда-нибудь подальше от всех. Ну, и приехал на Адыгалах. Здесь все, ну, людей уже мало стало здесь. Один здесь Петруха жил. Вот приехал здесь, ну, рыбалка, охота, так. И мужики приезжают. Ну, и так и потихоньку как-то привык и здесь вот живу. Ну, что, банька была, там, пристройку сделал. А там что делать? Ну, в поселке выезжаю, бухаю. Ну, а что, правду говорю. Ну, уже там, ну. На материке тоже дома ездил там с Читы. Съездил там, родители дома оставили, я младшему сказал, чтобы там смотрели. Тоже все есть. Решил так жить. Я никого не виню, ничего. Конечно, ну, у меня что, не скучно. Телевизор есть, программ много. Сейчас интернет сделали. Чего не жить? Спокойно, тишина. В поселок как-то выйду, я там 2-3 дня, ну, вот за продуктами съезжу. Там нечего делать. Пойдет там все, ну, не то, работы нету там. А я тоже пенсионер. Вот и всё. А вы с какого времени в Адыгалахе? Я осенью приехал на рыбалку, ну, пока туда-сюда, и вот сейчас чисто порыбать. В прошлом году, да, осенью. Ну, сколько вот, с октября сейчас здесь нахожусь. А вы сами откуда родом? Родом с озерок, ну, граница с Якутией, около Делинкира. Совхоз Челбанья назывался. И село Озерное.
И получается в Оленевод, да? Оленеводом работал там. Ну, родился, вырос в бригаде. Потом до армии. В армию пошел, с армии пришел. Уехал в Якутию на алмазную фабрику. Там поработал. По обстоятельствам потом вернулся домой, назад сюда на Озерки. Ну и остался здесь, на своих краях, своим, ну, дома, короче, на родной земле. Ну так ездишь в гости туда, на Алтай, там сестры живут. Летал там, отдыхал. Ну как, так и живем. Как практически все поселки на территории современной Магаданской области и Восточной Якутии, рождение поселка Адыгалах связано с деятельностью печально известного Дальстроя. Достоверных сведений о возникновении населенного пункта мне не удалось найти, но я склонен считать, что поселок возник в 40-е годы прошлого века благодаря строительству автомобильной дороги Хандыга-Кадыкчан, участка дороги протяженностью более 700 километров, которое было призвано соединить Магадан с Якутией. Интенсивное строительство автодороги от Хандыги началось в 1941 году благодаря неограниченному контингенту рабочих, заключенных ГУЛАГа. Летом и осенью 1941 года в Хандыгу были доставлены около 5000 заключенных. Как вспоминает легендарный мостостроитель, в свое время тоже узник ГУЛАГа Эрих Герлингер, для дорожников зима 41-42 годов была неблагоприятной. С ноября до февраля температура держалась на уровне от минус 46 до 54 градусов. Но несмотря на это, работы велись ежедневно при продолжительности рабочего дня от 10 до 11 часов. Почва здесь крепко схвачена глубоким слоем вечной мерзлоты. Строительство дороги было жестоким сражением с природой. Мы ее называем Магаданская трасса, это федеральная дорога Колыма. Она статус федеральный получила в 1991 году. Она была построена, начиналась с 1942 года строительство. Началось и за 23 месяца участок Хандыга-Кадыкчан Магаданской области протяженностью 732 километра было построен за 23 месяца. Тогда, в 1943 году, Алданское управление дорожного строительства Дальстроя и подведомственные предприятия переехали из Хандыги в село Адыгалах Магаданской области. Также здесь неподалеку, с конца 1940-х до середины 1950-х годов, на базе месторождения касситерита, минерала из которого получали олово, работал рудник «Отпорный». Помимо добычи руды, здесь занимались так называемой дикой разведкой и лесозаготовками. Поселок рос, и, наконец, в 1953 году Адыгалах получает статус поселка городского типа. Что же касается лагерей, то их в округе было множество, а отдельный дорожный исправительно-трудовой лагерь Дорлак, количество узников которого могло, возможно, достигать нескольких тысяч человек, в Адыгалахе был организован в 1951 году. Действовал он до ликвидации Дальстроя в 1957 году. Что до количества узников, то я не склонен верить в несколько миллионов заключенных, работавших на Колыме, и полностью согласен с доводами Ильи Семеновича Шадрина, заслуженного геолога, выросшего с техник-геолога до заместителя начальника экспедиции, человека, много повидавшего в жизни и не понаслышке знающего эти края. Строились, конечно, силами заключенных. Первые годы это были политические, а потом, когда война началась, там и дезертиры были, и полицаи, и предатели были. Ну, по некоторым данным, в год где-то здесь работало не более 5000. Хотя многие говорят, что миллионы, но это столько миллионов людей прокормить в то время
наверное, трудно было. Вот, так что это в пределах 7-5 тысяч человек. Новая жизнь поселка началась в 1958 году, когда распоряжением Совета народного хозяйства Магаданского экономического административного района номер 348 для освоения рассыпного золотоносного месторождения на ключе Большой Хатаннах был организован прииск Адагалах и отдельные горные участки по добыче драгметаллов. В поселок из материка начали прибывать специалисты, но в основном осели бывшие заключенные. В конце 60-х годов население достигло 1600 человек. Прииск Адагалах работал как минимум до середины 80-х годов. На смену ему в 80-х в поселке открылся филиал Аркагалинской автобазы. Было создано мощное ремонтное подразделение. В гараже дислоцировались Татры. Но все же поселок постепенно приходил в упадок. Не последнюю роль в этом процессе сыграло то, что в 1970-х годах участок автодороги Кюбюме-Кадыкчан, построенный еще узниками ГУЛАГа, после переноса магистрального движения на новую трассу Колыма, начал утрачивать свое значение. Окончательно же он превратился в заброшенную дорогу в 1990-е годы после разрушения переправ через Индигирку и исчезновения большинства населенных пунктов на маршруте. Одним из последних в их списке числился и Адагалах. Мне посчастливилось побывать в Адагалахе в конце зимы 2023 года в составе конного перехода «Дорогами великих предков» с Дугуйданом Винокуровым. Дорога Саимикона заняла у нас больше 2 недель. Нужно сказать, что переход был очень тяжелым и для команды, и для лошадей, ведь все приходилось вести с собой. Ни единого следа присутствия человека на всем протяжении маршрута до Адагалаха мы не встретили. К тому же еще стояли 50-градусные морозы, и сугробы по грудь сильно затрудняли переход. Мы надеялись, что с Адагалаха появится хоть какая-нибудь дорога и признаки цивилизации, что, впрочем, и оправдалось. Привык здесь. Там другая жизнь на материке уже. Там те привыкают по-своему, я по-своему. У каждого человека своего. Мне все говорят, о, скучно. Я говорю, да у меня телевизор, сейчас интернет. Люди приезжают, он там еще дом состроил, Андрюх там. И он здесь родился, в этом поселочке. А я так решил, так жить. А в Адагалахе вы с какого времени здесь? Я в 87-м приезжал, я здесь отдыхал. Ну, мы дальше ездили там. А так приезжал здесь, он такой красивый поселок здесь, все было. Ну, приезжал, автобус ходил. Ну, потом все вот это, развал пошел. Ну, на поселке у меня так приеду, я больше недели меня вот тянет сюда. Как-то раньше-то работал, да, разве я сколько, 5 лет на Беразе, 7 на Беразе отработал. Стаж все у меня есть. Потом начальник колонны повозил, меня и все с ума не работу нашел. Потом вот сейчас Юрий Иванович мне все, там своя база. Я говорю, нет, я в тайгу. Я здесь спокойно, сам себе хозяин. Думаю, итальянских домов много там старых. Разбираю, заготавливаю. Вот, печку топлю потихоньку. Нормально. Тихо. А дети ваши где? А в Нежинге уехал, с женой разошелся. А с детьми общаетесь, да? Нет, вот у меня номер нет, я вот сейчас там одному дам, он в Нежинге живет. Я говорю, ты узнай там пацана. Ну, Сережка, я вот, может, ну как ты, тоже, может поймет, может не поймет, ну, что-нибудь подарок сделаю, конечно. Но у вас, получается, один сын, да? Да, один сын. Серега. В Казахчане родился там. В Кадыкчане родился? Да. Ну, я в 86-м приехал, он в 87-м родился. А вы кто по национальности? ИВН. Мать Иванка, отец русский, ну, метис. А мы ходили в 90-х, документы все сделали, чтобы вот эти остатки оленей
было достаточно одну бригаду держать вот так, большую, чтобы людей побольше. 1500 голов где-то было. 2 бригады, 2 соединения, там по 700, около меньше, больше. Директор там, Сусуманская или какая верхушка, кто там они командовали. Самандас директором стал сразу. Приезжали, когда остались без оленей, без ничего. С тайги остатки выезжать стали все, кто был, остался. Ждали на переселение, заявление писали, кто куда. Оплачивали дорогу, контейнера, все сразу. И там квартиры покупали. Мы попали на Волг. Все деды, отцы там и умерли, там и остались. А вот такие вот, которые поколения мы остались, у нас мало вообще. После 90-х вообще мало осталось. Кто спился, кто застрелился, кого убили. Как жизнь тогда была, в 90-х, так и она была. Она везде всех захватила. А мы так и остались до сих пор на родину, на воле. Бывает, поживу самое большое 2 года, вот крайний раз, и опять сюда. Хотя квартира тут рядом, на Мяунже. Но работы нет, пенсия. А на пенсии сидеть или что, на диване. Я еще пенсии даже не оформлял, как-то не задумывался, что я уже такой пенсионер. Сына натаскивал на охоту, чтобы он тянулся тоже. Он малый был, когда уже совхоз развалился, ему 2 годика было. Когда развалился и переехали на Волгу. А так-то он с детства помнит еще какие-то моменты. Сейчас вот детский сад, вот это Дреласки, тут уже заросло все. Чем здесь техника была, Татры, там гараж, там подмер, там свинарник здесь большой. Здесь много. И старатели здесь, и там или там. Здесь шов стоит, где переработка золота была. Здесь, много населения, да, 2 или 3 тысячи. Здесь прыска раньше были рядом. И вот от Галах, видно, вот здесь вот бокс, там дальше, наверное, ремонтные цеха были. Здесь с той стороны где-то там шов, свозили золото и очищали тут, мыли после шова, когда 90-х еще. Когда ни зарплаты, ничего, то где мог, ты так зарабатывал. Вот и население, может, там и что. Все мыли, таскали, что-то намывали, чтобы обуться, одеться, да семью прокормить. У нас в Озерке каждый второй, если даже не поголовно, все условно судили за золото это, ловили специально. Не сажали, а условно давали. Давали работать-то. Работали. Потому что понимали, что оленеводы куда он так и как жил, так и будет жить. И давали подумать, добро разрешали. Само, наверное, начальство, которое там выше было, не давали, чтобы сильно не грубили, так, чтобы люди выживали. Когда так. Пока не переехали на Волгу. Сейчас на прямой и будет видно этот Каланча. А Каланча это пожарная вышка. Раньше же не было там это. Не знаю, туда не залазил. Не смотрел, колокол там должен быть, там дынь-дынь, как раньше звонили. Вот она Каланча, вот это и стоит. Я думал, сперва водонапорная башня какая-то там. А когда уже приехал сюда, подошел, посмотрел, не, это чисто
Из воспоминаний уроженца поселка Адыгалах Андрея Лисицкого. Мои родители после свадьбы, они жили в спокойном, Ягоднинский район. Там родились 2 моих старших брата. Когда рудник «Спокойный» закрыли, семья переехала в Адыгалах, что в Сусуманском районе, почти на границе с Якутией, где появился на свет я. Очень красивый поселок был, да он и сейчас красивый, хоть и брошенный. В Адыгалахе была построена единственная в своем роде водонапорная башня, высоченная, из дерева, подобных не видел ни на Колыме, ни по России. Дизельная электростанция работала только днем, а ночью поселок снабжался водой, закачанной в башню. Школа-восьмилетка, танцы в клубе по субботам, двери без замков, особые колынские отношения поселян. Все это было. 80% населения составляли бывшие сидельцы, люди самых разных национальностей. Русские, кавказцы, прибалты – все жили дружно. Как в интернат пошел, а там, так разговаривали, мы в классе 4 человека, 2 девочки и 2 мальчика. По-ивански разговаривали, а нас, как-то, пресекали, говорили на русском, они говорят, а вдруг вы про нас что-нибудь плохое говорите, типа того. И вот так постепенно, в 3 классе я уже так понимал, что говорят, а разговаривать уже 8 лет, 8 классов закончил там в интернате. Уже ничего, забыл вообще все. Потом на работу пошел, вроде начал восстанавливаться, в бригаду оленеводческую же. И начал как-то якутский, у тетки жил, и муж, она ивенка, а муж якутский знал. Он по-якутски там. Я что осталось, по-ивенски там некоторые фразы, и по-якутски. Турбардыбыт, кто, это, вот так вот. К своей матери у меня в Горький, еще Горький был. Там. У меня мать, не украинка, а отец сибиряк, нас гуранами называют. Там больше 100 километров от меня, в деревне первый чинданта. Читает 370, самолет летает, автобус ходит. Там Монголия, 30 километров, мы там сено косим, раньше. Я оттуда приехал. Сам рыбак заядлый. Здесь рыбалка хорошая. На удочку пошел, наловил. Наловил, на зиму навязал. Мужики приезжают, я им рыбки там, вяленый, копченый, коптилку сделал. Я так и живу. Я, говорю, скучно. Тарелку поставил, 240 программ, телевизор. Что еще? Новости посмотрел там. Да? Здорово. Да это Санька тот, в гараж пошел, приехали эти. Не, здесь один снимайте интервью, рассказы, как оно есть. Не, что ты хотел, Андрей? Короче, Андрей, ты позволь попозже, потом там кое-что расскажем. Давай. Продукты привезли, тут, Андрюх, что надо сейчас мне. У меня чай кончился, сахар еще, больше полмешка есть там. Муки там 1,5 мешка. Такие крупы есть. Так сейчас кофе привезли, там килограмм, там. А вы откуда приехали? С Мёрджа. Местные тут. Продукты привезли, бензин. С порыбачить хотим. Парилку растопили у нас. Ты с супругой, да? Да.
А тут знакомые хорошие. Я с Ягодницкого района. Там Утинка поселок. Там родился, вырос, учился в Спорном. Так сюда потом переехали на Мелмуж, женился. Как-то так живем. Потихоньку. 4 дня назад, 5 дней назад я в Верховье Деленкира был. Это тоже граница с Якутией, только по-другому водораздела. У нас много знакомых, кто вот так в лесу живет. Мы друг другу помогаем, ездим. Топливо, продукты. А так обычно на Золотари, да? Занимаемся по лету, да. В этом году непонятно, что там, как с документами. Будем ли работать, не будем, может, не будем даже. А так, документы оформляем, да, работали. В этом году неизвестно. Власть поменялась, руководство в Сугоке нашем поменялось. Будут давать, не будут давать документы. Не будут. Значит, нет. Там мы как христиане, кто Богу может, кто Аллаху. А мы поклоняемся, как сказать, огню. Огонь — это тепло, свет, пища, типа того. Выбрал по-своему и живу. Сколько причинил. Не знаю, дай Бог, здоровья есть. У каждой судьба своя. Правильно говорят. Что на роду написано, то и пусть у тебя. Мы продолжили маршрут конного перехода дальше по Магаданской области, а эти два отшельника, добровольно согласившиеся на жизнь в этой богом забытой глуши, так и остались наедине с собой в их любимом, самом лучшем для многих поселке под названием Адыгалах. Я Галиберда Евгений Михайлович, представляюсь полным именем, потому как мы жили всей семьей с 70 по 82 год. То есть уехали с прииска ровно как я окончил 8 классов. Отец мой, Галиберда Михаил Ефимович, работал шофером, а мама Галиберда Ольга Сергеевна бухгалтером в поселковой конторе. В общем, сейчас они уже все умерли. Мама 2,5 года назад, у отца сегодня полгода. Я не об этом. Я о том, что ради своих родителей и памяти я хотел бы увековечить, что ли, одно произведение, которое, возможно, вы помните, возможно, нет, неважно. Важно то, что в Адыгалахе был в клубе хор, то есть женщины собирались и пели организованно песни. Руководил хором товарищ Леонов. К сожалению, память не сохранила ее имя, отчество. И он, как мне известно, и написал песню об Адыгалахе, то есть именно слова и музыку, всю целиком, эту песню. И вот со сцены хор исполнял эту песню, при разных удобных случаях. В хоре, я помню, Захарченко Таисию Григорьевну, тетю Олю Статуеву, она с мамой работала в одном кабинете. В общем, сама песня. На берегу седом Аяна, средь синих сопок Колымы, живут в поселке северяне, а северяне — это мы. Адыгалах, Адыгалах, ты наш поселок, для нас ты стал родным невзгодам вопреки.
ты золотым огнем свети. На карте маленький поселок у реки. Зимой морозец нас кусает, кусают летом комары. И снег в середине лета тает, горы не очень-то щедры. Адыгалах, ты наш поселок. Для нас ты стал родным невзгодам вопреки. Ты золотым огнем свети. На карте маленький поселок у реки. Нет, нам мороз любой не страшен. Комар укусит, но не съест. И много есть, мы прямо скажем, своих щедрот для этих мест. Адыгалах, ты наш поселок. Для нас ты стал родным невзгодам вопреки. Ты золотым огнем свети. На карте маленький поселок у реки.